О люди! Аллах в священном Коране говорит: во имя Аллаха Милостливого и Милосердного. О те, которые уверовали, бойтесь Господа своего, и пусть каждая душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Господа своего, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете, и вы увидите свои деяния в день суда. Аллах также говорит: во имя Аллаха Милостливого и Милосердного. Если бы мы не спаслали этот Коран горе, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. Такие притчи мы приводим людям для того, чтобы они поразмыслили. Сегодня умма пророка, да благословит его Аллах и приветствует, находится в тяжелом состоянии. Общество мусульман испытано различными фитнами. Однако, если брать отдельную часть уммы, которая сегодня живет в благополучии и безопасности, имеет возможность спокойно исповедовать все каноны своей религии, то ты, как и с чем бы ты ни сравнивал, не найдешь места более благословенного, чем наша Чеченская Республика. Почему? Потому что те люди, которые сегодня стоят у власти, в других странах относятся равнодушно к нуждам своих народов. А также не принимают активных действий по искоренению фитн среди них. Таких примеров, к сожалению, множество в умме пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Мы должны быть благодарны Аллаху, почаще восхвалять Его, говоря «Альхамдулиллах». Сегодня у нас есть свобода вероисповедания и безопасность. Кто это нам дал? Мы должны обращаться к Аллаху с мольбами за правителя. Ахмад ибн Ханбаль, да будет доволен им Аллах, жил во времена правителя, который был сторонником заблудшего течения, мутазилитов, которые высказывались непристойным убеждением о священном Коране. И мутазилиты вместе с правителем пытались принудить Ахмада принять это вероубеждение. Тем не менее, посмотрите, что говорил Ахмад ибн Ханбаль.